Автобус, спасибо. Ванзем, ялишсем, чевашсем, татарты халахсем. Товарищи, друзья, родные, близкие, ко всем я обращаюсь. Дуслар, Иптешлер, Кунаклар, к вам я обращаюсь. Приветственным словом. Мы всегда были вместе трудились и вместе работали, вместе достигали этих успехов. Глядя на это вот праздник, вы чувствуете, мы не очень-то уж слабые, как про нас думают за границей. И думает импортосовмещение и прочее, что-то надо делать. Нет, мы сами способны делать все. И будем делать обязательно. Но наш праздник, он приравнен чувашский праздник. После весенних полевых работ Уяв начинается 22 мая. И с тех пор, чтобы народ в то время ни телевизора, ничего не было, веселился вокруг этого Уява. Но подходило время жатвы, это Петров день, и к этому времени завершали Уяв. И в нашей деревне точно так же. И Уяв завершали, вот так же деревья ставили, венки вешали, и потом вечером все отплясывали, и такое дерево выносили за пределы деревни и там оставляли. Я не знаю в других местах, как было, но в нашей деревне Чуваши вот так: хватит петь и плясать, давайте быстрее домой, кидали тухлыми яйцами, идите на работу. Вот так заканчивался Уяв. Но я думаю, сегодня этого не случится, мы будем дальше веселиться, потому что Петрова дня нет, а уборка уже на носу. Вот тут Стас Скрипачев и Фердинанд Михайлович Давлечин объехали наши поля, говорят, уже влажность 13%, сорта марафон пшеницы, его немедленно надо убирать, а в таком состоянии просортируй и положь в склад. Мы так и поступим. Есть тут мнение валить и не валить. Валить не будем, потому что вот уже, хоть и сегодня обещали 33 градуса жары, Бог вот смотрит, нам веселиться надо, немножко прохлада, и прохладу тоже дает. Но уборку нельзя останавливать. Праздники кончились, пора за работу. За работу, товарищи!